Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Дмитрий Андреевич Красимов, являюсь директором филиала Российского общества знания Республики Якутия. И от имени Российского общества знания, от небольшой команды лекторов, просветителей, поздравляю вас с этой знаменательной Днем России. Сегодня у нас лектором выступит профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры муниципального и государственного права юридического факультета Федерального университета, общественный и государственный деятель Александр Николаевич Кимкимен. Поскольку у нас лекция идет по линии Российского общества знания, перед началом лекции я вас прошу взять свои мобильные телефоны, навести на свои камеры на QR-код и пройти регистрацию на сегодняшнем мероприятии. В конце лекции, после выступления Александра Николаевича, выйдет вторая презентация со вторым QR-кодом, тоже вас убедительно прошу пройти по нему и оставить свою обратную связь. Для нас важно ваше мнение. Александр Николаевич, когда передаю слово хозяину, директору исторического парка «Российная история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Добрый день, уважаемые друзья. Я от имени исторического парка, тоже от нашего коллектива маленького, хотел бы вас сегодня всех поздравить с этим праздником, Днем России. Это наш основной государственный праздник. И хотел бы пожелать вам всем удачи, успехов, чтобы каждый из вас вносил достойный вклад в развитие своего Отечества. А Отечество у нас прекрасное, люди у нас талантливые. Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли сегодня на лекцию к нам в исторический парк. Понятно, что сегодня очень много мероприятий в городе и в республике. Я хотел бы также отметить, что у нас сегодня открылась выставка «Россия миру», которая повествует о наших самых знаменитых ученых, внесших вклад в развитие не только нашей страны, но и всей мировой науки. Также у нас работает выставка, недавно открылась, посвященная истории детей Азии. Я тоже вас приглашаю, может быть, после окончания уже лекции вы можете зайти и посмотреть. У нас сегодня день открытых дверей и ознакомиться с этими интересными выставками. Да. В 2 часа у нас будет еще одна лекция. Я хотел бы тоже от себя лично, от коллектива нашего, поблагодарить нашего большого друга Александра Николаевича Кимкимена, который вам хорошо известен, который сам лично внес большой вклад в развитие, я думаю, государственности нашей республики. Об этом вы все прекрасно знаете, доктор юридических наук, профессор. И эта встреча, я думаю, что будет очень полезной и интересной. Спасибо вам большое, Александр Николаевич, за сотрудничество. Я просто хотел бы, наверное, предложить коллегам, сесть в первый ряд, это как бы и для СМИ более симпатично выглядит, и для вас будет, наверное, лучше, когда вы будете в непосредственном контакте с лектором. Так ведь, Александр Николаевич? Спасибо. Күнді маңнамыз табаныстары, тарғытын едетейістен басылдан тұран Россия күнінен әрдәректің бағырабын, кейінен әдер тұстақтың бұл бәсігінші көбейтіңгер бей бұлдақсымен барағында күнігер құрылар, үгер қазын ете сақат етігер чугаз, әтәкілі күйсіліна тәрәйін болар. Оның егені барғытын бұл Россия күнінен, онына кәрәмер үгер күнінен Итетирисінің әрдәрен тұрамын қазбейтігер түргін дауыяны жолы сұрғыну әлбәтсі кейдері бағытын. Дорогие друзья, конечно, в первую очередь хотел бы выразить слова признательности руководству мультимедийного парка «Россия. Моя история» за приглашение принять участие в актовой лекции, для того, чтобы рассказать о истории государственности России. Также хочу поблагодарить сегодняшнего руководителя общества знания по Республике Саха-Якутия
Дмитрия Андреевича Абросимова за то, что я с сегодняшнего дня уже буду являться ректором общества знания. Для меня это уже будет как бы первая такая проба пера. Но надеюсь, что мы с обществом знаний будем регулярно общаться, взаимодействовать, поскольку для меня является немаловажным проводить работу по коррекционному просвещению граждан, пропагандировать знания в области российского права. И, конечно же, сегодняшняя тема, она очень актуальная, и мне бы хотелось, чтобы эта тема вас заинтересовала, чтобы она была более понятной, поскольку я вижу в этой аудитории и больших ученых мужей, и ребят молодых, которые являются студентами, для которых жизнь только начинается. Поэтому в первую очередь хотел бы поздравить всех вас с Днем России. Этот государственный праздник, он связан с тем, что 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете России. И эта декларация, она была принята Первым съездом народных депутатов России во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. Хотел бы отметить, что данный документ является главным документом в части того, что она стала первоосновой для подписания федеративного договора. Федеративный договор был подписан 31 марта 1992 года. И хотел бы отметить, что данная декларация стала основой для выработки, для разработки проекта текста Конституции Российской Федерации, которая была принята на общероссийском народном голосовании 12 декабря 1993 года. Может, они пролистывать. Ну, конечно, для нас очень важное значение имеет то, о чем я сказал. Вот первый съезд народных депутатов, это было еще советское время, и народные депутаты России, они были все люди активные. Хотел бы подчеркнуть, что эти депутаты были избраны все на альтернативной основе. Впервые. Раньше, вот во времена Советского Союза, депутаты, они были как бы, образно говоря, назначаемые по квоте партийных органов. Допустим, если брать Верховный Совет Якутской Ассамблеи, там обязательно должна была быть доярка, должна была быть учительница, должен был быть архитектор, врач, пилот и так далее, и так далее. А эти выборы, они проходили именно на альтернативной основе. Вот почему мы можем действительно о них говорить как о народных депутатах. Вот здесь я хотел бы отметить, что в развитии России Республика Саха-Якутия имеет свою большую роль, и эта роль, она связана с именем нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Почему? Потому что вот Михаил Ефимович Николаев в декабре 1989 года был избран председателем Президиума Верховного Совета Якутской Ассамблеи. Далее, в апреле 1990 года на первых альтернативных выборах он был избран народным депутатом по Лютминскому улусу. Также он был избран народными депутатами председателем Верховного Совета Республики 12-го созыва. Вот Михаил Ефимович является инициатором принятия декларации о государственном суверенитете нашей республики. Ну, иногда бытует мнение, якобы вот этот документ был каким-то будем говорить, оттенком сепаратизма. На самом деле нет, и я хотел бы это мнение опровергнуть в том плане, что декларация о государственном суверенитете нашей республики, она была принята в поддержку декларации о государственном суверенитете России. И именно в этой декларации было заложено, что республика наша будет развиваться в составе новой федеративной государственности, что республика будет отстаивать свои права, права своих граждан для того, чтобы мы развивали нашу родную республику. Далее, вот касательно нашей декларации, она была принята 27 сентября 1990 года. До этого были встречи Михаила Ефимовича с Борисом Николаевичем Ельциным, даже было предварительное обсуждение текста данной декларации. Более того, проект текста декларации был обнародован в наших
республиканских газетах, и люди в трудовых коллективах в различных районах обсуждали проект декларации и выражали свое мнение. Поэтому вот 27 сентября, когда депутаты Верховного Совета Республики 12-го созыва принимали эту декларацию, она была именно основана на народной воле. Я хотел бы это подчеркнуть особо. Вообще Верховный Совет Республики 12-го созыва он состоял из 165 депутатов. Вот сейчас Евтумен у нас состоит из 70, а тогда был 165 депутатов, причем были в основе своей очень яркие люди, которыми мы гордимся. Ну, например, вот Филипп Ришат-Голубков, Егор Михайлович Ларионов. Такие люди, которые действительно высказывали очень важные идеи. Петраков, которого мы можем сказать, что человек большой, крепкий русский мужчина, но в душе большой патриот Якутии. Анатолий Дмитриевич Петраков работал в составе Конституционной комиссии по принятию Конституции Российской Федерации и отстаивал множество вопросов, в том числе то, что у нас прописано в Конституции России, что республика в скобках государства, как раз таки вот благодаря его усилиям Афанасия Петровича Илларионова, усилиям Михаила Михайловича Федорова. Михаил Михайлович Федоров является отцом-основателем юридического образования в нашей республике. Вот если коснуться его личности, я хотел бы особо выделить то, что он основал вот юридическое отделение в составе историко-филологического факультета, причем на заочной основе. Не было даже очного отделения, он на заочной основе организовал отделение правоведения. Я являюсь выпускником 1990 года, это был 3-й выпуск. И я очень горжусь тем, что Михаил Михайлович Федоров был моим научным руководителем моего выпускного дипломного проекта, который я защитил в мае 1990 года на тему «Политико-правовые аспекты повышения статуса якутской расы». И я получил от него очень много важных советов, рекомендаций, потому что он является первым юристом-правоведом, который изучал развитие права в Якутии с тех еще дальних времен, о роли воссоединения Якутии в состав российского государства. И Михаил Михайлович Федоров в 1994 году привлек меня на работу, когда я еще не был осведенным. Он сказал, что нужно заниматься этим, и меня избрали заведующим кафедрой правоведения Якутского госуниверситета. Тогда ректором был Филиппов Василий Васильевич. И хочу отметить, что для меня это была очень ответственная задача, и мы вместе с Михаилом Михайловичем Федоровым, также с его внучкой Ольгой Дмитриевной Максимовой разработали концепцию развития юридического образования. Данная концепция была утверждена в 1995 году в апреле месяце на ученом совете Якутского государственного университета. И мы очень гордимся, что на основе этой концепции 2000 года у нас наличествует отдельный самостоятельный юридический факультет, уже сегодня в Северо-Восточном федеральном университете, который является флагманом нашего университета. Хочу отметить, что Михаил Ефимович является инициатором подписания федеративного договора. Он всегда говорил о том, что мы должны сохранять единство России. Он говорил о том, что все края республики в составе Российской Федерации должны развиваться. Более того, он ставил вопросы о том, чтобы республика Саха-Якутия развивалась не так, как это происходило в советское время, когда мы в большей степени командовали только развитием коммунального хозяйства. Он первым поставил вопрос о необходимости того, чтобы республика имела в своем активе платежи от природопользователей. Михаил Ефимович Николаев, благодаря хорошим взаимоотношениям с Борисом Николаевичем Ельциным, инициировал создание акционерной компании «Алроса», которая сегодня является главной бюджетообразующей компанией нашей республики. Вот Борис Николаевич Ельцин приезжал к нам, и были мероприятия, посвященные столетию Платона Алексеевича Аюнского, и выезжал в Татинский вуз, и его там облачали якутскую национальную одежду, и вот
глава российского государства в якутской одежде чувствовал себя достаточно комфортно. Я был свидетелем этого, потому что я имел счастье 3 января 1990 года 2 года работать помощником председателя Верховного Совета Республики Николая Ильича Николаева. И начиная с 8 января 1992 года я 2 года работал первым руководителем администрации президента республики. Ну и создавал эту структуру буквально с нуля, потому что мы переходили с плановой экономики на рыночные рельсы, и формирование правительства уже шло абсолютно по новым принципам, исходя из вызовов времени. Хочу отметить, что наряду с тем, что 12 декабря 1993 года мы приняли Конституцию Российской Федерации, также мы избрали депутата Государственной Думы Российской Федерации. Первым депутатом первого созыва от Якутии был Егор Петрович Шевков. Также мы избрали, это был такой правовой прецедент, членов Совета Федерации. 2 члена Совета Федерации были избраны от Якутии. Это Михаил Ефимович Николаев и Эдуард Яковлевич Эстерлейн, когда он был главой Нижегородского района. Максим Иванович Местников, студент, председатель студправкома университета, также участвовал на этих выборах. Ну вот, вторая дума, она была избрана 17 декабря 1995 года, и председателем второй думы был председатель Селезнев Геннадий Николаевич, это бывший главный редактор «Комсомольской правды», очень образованный человек. Причем Геннадий Николаевич был также председателем Государственной Думы 3-го созыва. То есть он дважды был председателем Государственной Думы. Хотелось бы отметить, что 4-й созыв он был избран 29 декабря 2003 года, и председателем Государственной Думы был у нас один из известных деятелей, лидер партии «Единая Россия» Борис Вячеславович Грызлов. Вот. Вы видите на фотографии, вы знаете, что Государственная Дума, она имеет 450 депутатов, и вот в данном случае эти депутаты были сформированы по смешанной системе, то есть 225 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам. Ну и по партийным спискам были представлены партии «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации и ЛДПР. Когда мы говорим о 5-м созыве Государственной Думы, я хочу подчеркнуть, что Борис Вячеславович Грызлов также дважды избирался председателем Государственной Думы и вел действительно большую работу. В числе депутатов был человек, гордость российской науки, Зарез Алферов, это известный физик, и хотел бы отметить, что сегодня вот мы буквально час назад открыли большую выставку «Россия миру» о роли российской науки в развитии человеческой цивилизации, в развитии нашего государства. Я хотел бы отметить, что на этом мероприятии был Михаил Юрьевич Присяжный, первый заместитель министра образования и науки и президент Академии наук Республики Владимир Леонид Николаевич, который является член-корреспондентом Российской Академии наук. Следующая дума 6-го созыва, она была избрана 4 декабря 2011 года, и председателем Государственной Думы был избран Сергей Евгеньевич Нарышкин. Сегодня он возглавляет службу внешней разведки, и он возглавляет Российский союз историков, очень человек, который многое делает для сохранения истории нашей государственности. Следующая дума, которая до Государственной Думы 7-го созыва была избрана 5 октября 2016 года, и председателем был избран Вячеслав Володин, который сегодня активно работает уже в следующем созыве, и хотелось бы отметить, что сегодняшняя работа Государственной Думы, она также является одним из ключевых, потому что вы знаете, вот в 7-м созыве, когда работали Государственная Дума, они проводили большую работу по реализации тех идей, которые были озвучены в послании главы государства
В своем послании 2020 года Владимир Владимирович Путин сказал о необходимости конституционной реформы. И вот депутаты Госдумы 7-го созыва принимали активное участие в этой работе наряду с рабочей группой. В рабочей группе работали Андрей Глишас, Павел Крашенинников, Алия Хайуловна, директор Института сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. И вот сегодня я должен отметить, что данные изменения, они усилили вопросы сохранения традиционных ценностей, таких ценностей, как семья, утвердили русский язык как государственный язык, язык государствообразующего народа, но при этом это никак не умаляет роль других народов нашей большой многонациональной родины. Ну вот, вы здесь видите наших президентов. Борис Николаевич, он дважды избирался на должность президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Кстати, вот в этом году, в марте месяце, мы были участниками очередных выборов главы государства, и я хотел отметить, что Владимир Владимирович на самом деле на этих выборах, будем говорить, преодолел все исторические максимумы. И процент участия в голосовании порядка 80%, процент поддержки нашего общенационального лидера более 80%. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев у нас избирался в 2008 году. Тогда у нас по Конституции Российской Федерации было обозначено, что президент Российской Федерации выполняет свои полномочия в течение 2 сроков подряд. То есть не допускалось избрание на 3-й срок. Ну и в последующем, тут уже Владимир Владимирович не баллотировался, он стал председателем правительства Российской Федерации. И в последующем, уже в 2012 году, он уже участвовал в качестве кандидата и выиграл эти выборы. Ну и срок полномочий президента Российской Федерации 4 лет был продлен до 6 лет. То есть в 2012 году он был избран, в 2018 он был избран еще раз 4-й. Ну и вот в этом году, 24-м, уже 5-й раз Владимир Владимирович избран президентом Российской. Ну вот, проведение политики участия Республики Саха-Якутия как части Федерации в развитии нашей общей Родины, конечно же, во множестве своем зависит от наших лидеров, которые также всенародно избираются. Михаил Ефимович Николаев, про него я еще могу сказать очень многое. Вячеслав Анатольевич Туров, это второй президент. Вот на первых выборах президента, которые мы проводили в 1991 году, 20 декабря, он шел на выборах вместе с Михаилом Ефимовичем Николаевым в качестве вице-президента. И он был избран вице-президентом и возглавил правительство Республики Саха-Якутия. Я помню, вот мы работали с ним буквально ежедневно до 10 часов вечера, а вечером у него был такой дипломат, он его закладывал очень много документов и уносил домой. А утром все эти документы были с резолюциями, с поручениями. То есть это человек удивительной работоспособности. Буквально он спал сутки 4 часа, но при этом был достаточно здоров и эффективен в своей деятельности. Но, Вячеслав Анатольевич Туров был избран в результате участия на выборах, которые начались в 2001 году в декабре. И тогда у нас по Конституции и по закону о выборах президента Республики Саха-Якутия требовалось, чтобы кандидат преодолел рубеж 50% плюс 1 голос. И никто из кандидатов тогда этот рубеж не преодолел, поэтому в январе 2002 года прошел второй тур, участниками которых был Вячеслав Анатольевич Туров и Федот Семенович Туров. Вот. И он стал вторым президентом, была проведена инаугурация. В последующем он уже в 2007 году продлил свой срок полномочий на основе представления президента Российской Федерации Владимира Путина. Помните известные бесланские события,
После известных бесланских событий наш закон федеральный 184 об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации была введена норма, что главы субъектов, они избираются парламентом субъекта по представлению президента Российской Федерации. И мы вот на основе представления Владимира Владимировича Путина избрали Вячеслава Анатольевича Штырова уже во второй раз президентом Республики Саха-Якутия. Тогда я был вице-спикером парламента, председателем комитета по государственному строительству, местному самоуправлению. И хотел бы отметить, что тогда вот Вячеслав Анатольевич выступил с такой большой программной речью с тем, как он будет развивать, но как человек-хозяйственник, как управленец, как промышленник, действительно он многое делал для развития республики Саха-Якутия. Ну вот с 2010 года у руля нашей республики, опять же, по представлению президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева стал Егор Афанасьевич Борисов. Егор Афанасьевич Борисов достаточно длительное время был во главе правительства республики в команде президента Вячеслава Анатольевича Штырова. Ну и вот в 2014 году в сентябре мы провели первые выборы главы республики Саха-Якутия Илдахана. И вот он первый человек, который был избран на эту должность, Егор Афанасьевич Борисов. Ну и хотелось бы отметить, что в последующем уже в мае месяце 2018 года по решению президента Путина, исполняющим обязанности был назначен Арсений Сергеевич Николаев, и в сентябре он был избран уже общенародным голосованием главой Республики Саха-Якутия нашим Илдаханом. И вот в прошлом году, в 2023 году, его уже повторно на второй срок избрали главой Республики Саха-Якутия. Так, следующий презентация. Ну, вообще, когда мы говорим о лидерах, я должен сказать и упомянуть и о парламенте, о государственном собрании ГУМН Республики Саха-Якутия. Ну вот здесь вы видите фотографии вместе с президентом и со страной, поскольку Республика Саха-Якутия, избиратели, проживающие в Республике Саха-Якутия, действительно показали очень хорошие результаты во время голосования президента Российской Федерации. Ну, когда мы говорим о президенте Российской Федерации, мы должны подчеркнуть, что именно президент Российской Федерации является главой государства, является гарантом Конституции Российской Федерации. Президент является человеком, который имеет право законодательной инициативы в адрес Федерального собрания Российской Федерации. Причем законопроекты, которые вносятся президентом, они рассматриваются в Госдуме в первоочередном порядке. Президент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Все эти процедуры строго соблюдаются Центральной избирательной комиссией. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет. Раньше оседлость был не менее 10 лет, а сейчас не менее 25 лет, не имеющий иностранного государства. Это очень важный фактор. Требования кандидатов на должность президента Российской Федерации. Ну, как правило, президент, вот вы помните, 7 мая у нас был процесс вступления в должность президента Российской Федерации. Инаугурация президента прошла в большом зале, и он дает народу присягу, в котором говорится, что клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Ну, основные полномочия президента, вы знаете, он представляет кандидатуру на должность председателя правительства,
Российской Федерации в адрес Государственной Думы, и в результате Конституционной реформы 2020 сегодня у Государственной Думы есть полномочия назначать не только председателя правительства, а раньше они только давали согласие на назначение, сегодня они назначают, но и заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров. Это, с одной стороны, делает такую вот обстановку ответственности членов правительства Российской Федерации перед Государственной Думой, которая является не только законодательным органом, но и представительным органом. То, что касается Конституции, я должен отметить, что по Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет свои права. Это право на жизнь, право на достоинство личности, право на неприкосновенность частной жизни, право на неприкосновенность жилища, право свободно определять и указывать свою национальную принадлежность и пользоваться родным языком, право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на свободу совести и на свободу вероисповедания, право на свободу мысли и слова. Но к политическим правам и свободам наших граждан относится свобода мысли и слова, свобода средств массовой информации, также право на проведение публичных мероприятий, право на участие в управлении делами государства, право избирать и быть избранным. У каждого гражданина есть активное избирательное право и пассивное избирательное право. Активное избирательное право, когда мы приходим на избирательные участки и голосуем за того или иного кандидата. Если это на федеральном уровне, это выборы президента Российской Федерации, выборы депутатов Государственной Думы. На региональном уровне мы избираем главу республики Саха-Якутия и 70 депутатов республиканского парламента, государственного собрания и Думы. И пассивное избирательное право, что каждый из этих молодых красивых людей в последующем может баллотироваться на должность главы муниципального образования, главы города Якутска, главы республики, депутатом городской думы, депутатом государственного собрания и депутатом Госдумы. То есть пассивное избирательное право Конституция гарантирует, что каждый имеет право не только избирать, но и быть избранным. Поэтому, обращаясь к молодежи, я хотел бы призвать вас, чтобы вы были активны, показывая себя в различных общественных структурах, начиная с малого. Я, например, первый раз избирался депутатом Якутского городского собрания, это был далекий 1995 год, и депутаты городского собрания города Якутска избрали меня своим председателем. В последующем уже в 1997 году я был избран народным депутатом республики, Палаты республики, Государственного собрания Тумен, моими земляками, Хангаласском области, причем там была ожесточенная борьба, было 8 кандидатов, причем очень сильные, такие как Алиш Мамедов, как Дмитрий Трофимов, в то время президент акционерной компании «Железные дороги Якутии». И хотелось бы отметить, что я вообще 4 раза избирался народным депутатом Государственного собрания Тумен, и очень дорожу тем, что парламентская практика дала мне очень многое в общении с людьми и вообще в понимании того, что должен делать народный депутат, если он депутат. К экономическим правам и свободам Конституция Российской Федерации относит право на свободу предпринимательства и иной не запрещенной законом экономической деятельности, право частной собственности, право свободного владения, пользования, распоряжения землей, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессии, право на труд и на достойное вознаграждение, право на отдых и так далее. К социальным правам относится право на государственную защиту материнства, детства, семьи, право на государственную поддержку отцовства, инвалидов, пожилых граждан, право на социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и так далее, и так далее. Вообще здесь хочу отметить, что 2024 год решение президента Российской Федерации является годом семьи. И традиционные семейные ценности — это не просто слова. У нас нет такого понятия родитель номер один для родителей номер два. Мы против однополых браков, мы за то, чтобы семья была традиционной, состояла из отца, матери и их детишек.
культурным правам граждан Российской Федерации относятся право на образование, на общедоступность, профессиональное образование, право на свободу литературного и художественного творчества, право на участие в культурной жизни и так далее. Ну вот те события, которые происходили у нас в Российской Федерации, я хотел бы отметить, что мы очень успешно в 2014 году провели зимние Олимпийские игры в Сочи, вот видите. Также мы провели чемпионат мира по футболу, да? И, конечно, проведение вот такого большого мундиаля на территории нашей страны, это было для нас большой ответственностью, но в то же время мы с этим достойно справились. Также мы проводили Всемирный фестиваль молодежи и студентов, когда множество представителей различных стран приезжали к нам в Россию, ну и видели, что у нас открытая, миролюбивая страна. Ну вот компания, которая сегодня успешно работает на территории Республики Саха-Якутия, АЛОСа, Сургутнефтегаз, Роснефть. Ну, строительство Ленинского моста – это наша мечта, и я должен отметить, что глава Республики Россия Сергей Николаев при всех разных случаях действует в одном русле для достижения цели построения этого моста, и Владимир Владимирович Путин подтвердил, что строительство Ленинского моста будет осуществлено. И мы будем надеяться, что это произойдет в кратчайшие сроки, буквально в течение 5 лет. Ну, вы, наверное, знаете о том, что утверждены мастер-планы развития наших городов, города Якутска, Неринки, Мирного. Это тоже большое достижение команды Арсена Николаева, потому что там предусматриваются большие многомиллиардные суммы для развития нашей столицы. Ну, в скором времени мы все вместе с вами станем участниками, зрителями 8 международных детских спортивных игр «Дети Азии». Я хотел бы отметить, что именно Михаил Ефимович Николаев является инициатором проведения первых международных детских спортивных игр «Дети Азии». Они прошли в 1996 году и были посвящены столетию современного олимпийского решения. Михаил Ефимович Николаев – человек, который очень много читал, много занимался над саморазвитием и очень он ответственно и с большим таким, наверное, интересом ознакомился с трактатом Пьера де Кубертена «О спорте», да, где говорится о том, что о спорте мир, о спорте справедливость, о спорте благородство, о спорте радость и так далее. Для того, чтобы дети могли ощущать себя частью вот этого спортивного движения, он выступил с такой инициативой и хотел бы отметить, что эти игры дали миру многих олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Даже если говорить о наших ребятах, то Георгий Балакшин, наш призер Пекинской олимпиады по боксу, ныне является председателем комитета Госсобрания МТУМ по делам молодежи, физической культуры и спорта. Он был победителем первых международных детских спортивных игр «Дети Азии». Леонид Николаевич Спиридонов также был победителем первых игр, сегодня является министром по физической культуре и спорту. То есть закладывалось первооснова для развития ребят. И они достигали успехов не только в спорте, но и стали достойными управленцами. Вот Георгий Балакшин, но это, конечно, мы всегда с большим уважением относимся к персоне Дмитрия Петровича Буркина, заслуженного тренера СССР, РСФСР и Якутской АССР, который воспитал вот наших олимпийцев. Да? Первый наш человек, которому мы можем сказать, наш Юрий Гагарин, это Роман Михайлович Дмитриев, который стал победителем Мюнхенской олимпиады в 1972 году. Дальше они все втроем вместе выступали за сборную команду всего Советского Союза на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Павел Великин тогда стал олимпийским чемпионом. Роман Дмитриев и Александр Иванов завоевали серебряную медаль. Ну вот, паралимпийские, вот у нас тоже есть предметы гордости. Анастасия Диадорова, кстати, они сейчас снимается большой широкоформатный фильм
и значит, Степанида Артакинова, которая является бронзовым призером Лондонской паралимпийских игр и бронзовым призером, значит, паралимпийских игр, которые прошли в Японии, заслуженный мастер спорта России. Я вот 48 лет начал заниматься стрельбой из лука, 50 лет я стал мастером спорта России и в 2009 году значит, завоевал 2 медали на играх Манчары, и когда значит, стрелял, я установил рекорд республики, который до сегодняшнего дня является действующим рекордом. И со Степанидой Артакиновой мы в 2010 году стали призерами международного турнира в городе Бресте, Республика Беларусь. Ну вот Сергей Чернецов и Елена Попова, вот Анастасия Ким, это моя внучка, недавно выступала на «Фабрике звезд». То есть я говорил о том, что молодежь наша, она проявляет себя на разных площадках, в том числе и федерального уровня. Вот Сергей Чернецов, он стал заслуженным артистом Санкт-Петербурга. Я думаю, у него есть большие перспективы стать заслуженным артистом России. И Елена Попова, она выступала в таких проектах, как «Голос», еще в ряде проектов, ну, необычайный талант. Она с города Покровского. Так, ну, то, что касается нашей работы по пропаганде конституционных знаний, Макар Яковлев, мы имеем такие площадки, которые направлены на развитие наших студентов. Дискуссионная площадка называется «Будь первым», и мы обозначили в честь нашего первого президента. И проводя заседания студенческой дискуссионной площадки, мы проводим большую работу для того, чтобы наши студенты могли научиться дискутировать, чтобы они могли излагать свои мысли, защищать свое мнение и так далее. Ну вот здесь фрагмент инаугурации главы республики, это 2014 год, когда я был председателем Конституционного суда республики. Эта инаугурация проходила в спортивном комплексе «Триумф», когда город Иванович Борисов вступил в должность. Ну вот здесь фрагмент после инаугурации первого президента, это январь месяц 1991 года, когда я был руководителем администрации президента. Вот я, то есть, получаю новое задание от Михаила Ефимовича. Он был человеком очень строгим, но в то же время справедливым, и с ним было очень интересно работать. Я иногда говорю, что я прошел университета Николаева, после чего ничего не страшно. Ну вот президент Штыров, я тогда был председателем Федерации профсоюзов, приходил на наше мероприятие, выступал с такой хорошей речью о защите трудовых прав. Ну вот здесь вы видите фрагмент инаугурации главы республики Алексея Сергеевича Николаева в 2018 году. Я как председатель Конституционного суда также приводил его к присяге. И вот первый наш президент Михаил Ефимович Николаев очень уважительно относился к Алексею Сергеевичу, лично поздравлял его на инаугурации. Здесь вот на президентском приеме в Кремле видны деятели наши. Владимир Вольфович, он иногда шутил, что говорил: я сын юриста. И вот в моей книге вот надпись с этим смыслом, что мы юристы. Правда, я сын кочегара и уборщицы, а он сын юриста. Я вообще закончил Покровскую среднюю школу и получил аттестат зрелости самым последним, потому что я учился хуже всех. У меня была 5 по физкультуре и по начальной военной подготовке. И тогда была такая практика, вместе с аттестатом зрелости получали комсомольские путевки в вузы Москвы, Ленинграда, Омска, Томска, Якутского университета, потом средние специальные учебные заведения, потом профессионально-технические училища. Меня нет, и в самом конце приглашает Ким Александр Николаевич, получается аттестат зрелости и комсомольская путевка в совхоз Актемский вдвоем. Он на больше не способен. Я сам понимал, и мне, когда я поступал в педучилище, мои сестры говорили: может, ты будешь поступать в университет, хотя бы на ВГФ. Вот они учились там. Я говорю: нет, с моими познаниями в
ВГФ мне не светит, тем более ИСФАК мне не светит. А ИСФАК это тогда был самый большой конкурс, вы все знаете. Ну и я в педучилище не смог поступить, потому что впервые я показал низкие результаты, то есть не достиг тех нормативов, которые предъявлялись для того, чтобы поступить на физкультурное отделение в педучилище. Поэтому вынужден был поехать к себе не салона Хлебавшись вопрос и начал свою трудовую биографию с должности рабочего хозяйственного магазина Покровского по спорту. Ну и в мае месяце пришел директор и говорю, вот мне нужно уволиться, я буду поступать на учебу. Он меня спрашивает: Саша, ты что, в МГУ собрался? Я говорю: нет, в педучилище. А что так рано тогда? А мне, говорит, надо тренироваться, в прошлом году, говорит, вот, я получил тройку. В этом году я не должен получать тройку. Ну, настоял о том, что я должен уволиться. И самое главное, я поступил, все сдал на 5 и хорошо учился, и должен подтвердить, что именно в среднем специальном учебном заведении Якутском педучилище я получил самые качественные базовые знания. Очень благодарен своим преподавателям, своему директору Молоту Сергеевичу Слепцову, заведующему физкультурным отделением Мансакутова Юрию Петровне за то, что они нас очень учили качественно. Дальше я учился в Хабаровском пединституте, я закончил факультет физического воспитания и спорта. Ну и то, что я имею 2 физкультурных образования, я сейчас жестко отрабатываю, потому что уже 32 года я являюсь президентом Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахара спорта». И очень горжусь тем, что мы игры наших предков не только привнесли в 21 век, но из них сделали замечательные, яркие, востребованные виды спорта. Даже вот на примере масс-рестлинга, ну я думаю, что об этом можно будет сказать еще. На примере масс-рестлинга мы можем подтвердить это. Мы провели уже 5 чемпионатов мира. Значит, сегодня я являюсь первым вице-президентом Международной федерации масс-рестлинга. Президентом является Александр Константинович Акимов. И в составе Международной федерации сегодня состоят 55 стран со всех 5 континентов. Ну вот вы были, наверное, свидетелями. Вот, была встреча, значит, непосредственно с главой республики в режиме дистанционном, и было очень много добрых слов Владимиром Путиным сказано в адрес республики Саха-Якутия. Многие предложения, которые были озвучены Алексеем Сергеевичем, были приняты и поддержаны. Ну вот, День Конституции на телевизионном канале НВК Саха. Я вообще вот для пропаганды конституционных знаний, начиная с 2016 года, веду авторскую программу, называется «Конституция и мы». И приглашая разного рода гостей, я пытаюсь раскрыть потенциал Конституции Российской Федерации, потенциал Конституции Республики Саха-Якутия, потому что вот когда я читал, какие нормы, ну, не всем это может быть интересно, монотонно, да, когда приглашаешь людей и, допустим, с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера мы говорим о реализации прав на сходу, на рыбалку, это уже более доступно, да, для людей. Ну вот мы, частью торжественного заседания, посвященного Дню Конституции Российской Федерации, вы знаете, в прошлом году мы отметили 30-летие действия основного закона нашей страны. Ну вот, это участники дискуссионной площадки будет первым после очередного заседания. Также я реализую такой проект, называется «Молодежный патриотический клуб», с чего начинается в Якутском колледже инновационных технологий, и мы там тоже проводим разные заседания, в которых приглашаем и участников специальной военной операции, и наших олимпийских чемпионов, и лидеров молодежи. В тот раз мы обсуждали проект НДК. Маргарита Попова выступала о том, что на примере такой сказки про девочку по имени КНДК, как нужно бороться со всеми трудностями и защищать интересы коренных малочисленных народов Севера. Проект уже был федерального масштаба. Ну вот про Дети Азии я вам рассказал. Это вот специальное зажжение огня на Ленинских столбах. Очень красиво, да, креативно
вызвала большой интерес в мире, и очень большое количество стран будет принимать участие на 8 международных детских спортивных играх. И я даже был хоккейный матч с участием Фетисова. Вот Афанасий Семенович Владимиров был капитаном сборной команды Якутии. Ну, они сыграли в ничью, победила Труска. Так, следующий слайд. Ну, вообще, я считаю, что спорт — это такая очень интересная сфера жизни. Я думаю, что именно благодаря спорту я приобрел множество друзей, которым я доверяю. Вот, когда мы говорим о спорте, я хотел бы немножко пролистать этот слайд. Я не злоупотребляю временем. Можно этот слайд посмотрим, да? Все молчат, значит, согласны. Ну вот, Владимир Путин говорил о том, что нужно стремиться к тому, чтобы национальные виды спорта пробивались в олимпийские дисциплины. И главное, чтобы они знали в России, чтобы они развивались у нас именно как массовые виды спорта. И вот мы выполняем эту задачу, и Алексей Сергеевич Николаев сказал, что как глава Якутии считает продвижение масс-рестлинга в программу Олимпийских игр одним из ключевых приоритетов развития спорта. Вот первый чемпионат, который мы проводили в 2014 году, это все представители разных континентов, лучшие мадины и те, которые стояли у истоков. Вот Виктор Николаев, вот Виктор, вот, значит, Анатолий Баишев, чемпион мира, да, Озатыр, Амгинский Богатырь, да, те люди, как вот представители Новой Зеландии, Бразилии, Соединенных Штатов Америки, все здесь были. Это вот мы проводили в Чолпан-Ата, игры кочевников, в рамках игр кочевников мы провели второй чемпионат мира по масс-рестлингу. Вот видите, Александр Акимов, Михаил Гуляев, Никита Григорьев, вот наши коллеги из Кыргызстана, Казахстана. Ну, вот это те ребята, которые стояли у истоков масс-рестлинга. Вот, Иннокентий Макаров, который трижды был победителем игр Дыгына. Когда мы говорим об играх Дыгына, я могу с гордостью сказать, что первые игры Дыгына мы организовали в 1995 году на ипподроме ЕГСК, и там победил вот Иннокентий Макаров. Правда, мы тогда подарили ему мотоцикл «Урал». Но со вторых игр он уже дважды получал автомобиль УАЗ. Но вот эти наши тяжеловесы, мы гордимся. Если раньше мы были лидерами среди мухачей, то сейчас мы гордимся тем, что тяжеловесы, вот Аял Лазарев получил путевку на Олимпийские игры, будут выступать в весе свыше 125 килограммов. То есть народ идет, народ развивается, вот сколько стран мы охватываем, идет динамика по годам. Но, конечно, вот сейчас Международный Олимпийский комитет все-таки стал более таким политизированным, когда не допускаются российские спортсмены под своим флагом, не удостаиваются чести слышать свой гимн, став олимпийским чемпионом. Я считаю, что это неправильно. Мы должны быть преданы тому, о чем писал Пьер де Кубертен, что о спорте мир и о спорте справедливость. Вот это во время проведения чемпионата мира мы еще проводим различные научно-практические конференции, принимаем различные документы, в том числе якутский меморандум, московский меморандум, финское комитет, которые направлены на развитие масс-рестлинга. Вообще я считаю, что развитие национальных видов спорта во множестве своем зависит от создания нормативно-правовой базы и материальной обеспеченности. Вот мы имеем единственный в России центр национальных видов спорта имени Василия Мочара. 2006 года, благодаря настойчивой деятельности Ассоциации Сахара Спорт, Сахара Спорт в 2010 году подписала соглашение с ФИЛА, это Всемирная Федерация борьбы, и под флагом ФИЛА мы развивали национальные виды спорта. Мы единственный регион, который в 2015 году принял отдельный закон о национальных видах спорта в Республике Саха-Якутия. Мы добились внесения изменений и дополнений в федеральный закон о физической культуре и спорте. Мы имеем соответствующие кафедры национальных видов спорта как в Институте физкультуры СВФУ, так и в Чарапчинском институте
То есть это все создает основы для дальнейшего развития. Буквально в прошлом году в конце мы создали Всемирный центр масс-рестлинга. У нас будет собственная академия масс-рестлинга, через которую мы будем транслировать знания по масс-рестлингу и другим олимпийским видам спорта. В 2021 году в рамках игр Манчарова приезжал Олег Накитин, министр спорта, и Поздняков, президент Олимпийского комитета России, и мы проводили научно-практическую конференцию, я был модератором, и они, выступая в своих выступлениях, подтвердили, что масс-рестлинг имеет все возможности стать олимпийским видом спорта. Ну вот Игорь Дыгына, Иван Белолюбский, 7-кратный победитель Игорь Дыгына. Иннокентий Макаров, трехкратный победитель, я о нем говорил. Вячеслав Дьяконов, он в прошлом году победил. Ну и в этом году на Зыке Примада Игорь Дыгына 2 дня проходить на главной площадке. То есть они вызывают большой интерес у народа. И более того, в 2020 году с проектом Игоря Дыгына наша национальная вещательная компания «Саха» удостоилась чести стать обладателем высшей телевизионной премии России «ТЭФИ». Вот различные виды якутского многоборья, якутские прыжки, вертушка. Представляете, какую гибкость надо иметь, чтобы прокрутиться вокруг своей собственной оси, да, и сделать это многократно. Вот Акбархан Сагай — единственный вид борьбы, где я могу победить соперника, даже не соприкоснувшись с ним за счет обманного движения. Если человек коснулся третьей точки, он уже проиграл. Стрельба и стрельба. Видите, вот многотысячная аудитория следит за этими играми. Перетягивание палки масс-рестлинга. Бег на 400 метров. Видите, какие ребята. Мы хотим, чтобы наши ребята были не только физически выглядели хорошо, достойно, да, но и духовно. И образовательные качества с точки зрения их интеллекта, и когда мы на это тоже обращаем внимание, перенос камня. Камень 120 килограмм. Вот Тэфи Болесов стоит. Строевые Тэфи. Вот мы принимали концепцию развития национальных видов спорта. Это 99-й год президента Штурова. Да, 2001 год у президента Штурова данная концепция была утверждена. Вот тут все члены Совета ассоциации спортивного спорта. Вот Акимов сидит, Осецк здесь сидит. Он тогда был президентом Федерации конного спорта. Ну вот Валерий Владимирович Кольчев, отец-основатель, наш патриарх национальных видов спорта, доктор библейских наук, профессор, свыше 90 лет провел. Вот член Совета ассоциации сахара спорта. В один год 17 членов Совета ассоциации сахара спорта стали депутатами ЛК. Вот 25-летие мы проводили юбилейский. Ежегодно мы чествуем лауреатов ассоциации сахара спорт. Это лучший спортсмен, лучший тренер, лучший спонсор, лучший журналист, ну и лучшие спортсмены по различным видам спорта. Ну и различные издания для того, чтобы систематизировать нашу работу, рассказать более широком кругу. Ну, Дмитрий Петрович Куркин и ДКН, те воспитанники. Михаил Ефимович выступает на открытии первых международных детских спортивных идеалей. Вот Георгий Балаков, он стоит на переднем плане, юный. Леонид Спиридонов стоит. Вот, открытие. Ну вот за счет игр Дети Азии мы укрепили материально-техническую базу спорта. Да? Все наши важнейшие объекты, они построены за счет федеральных средств. Именно благодаря играм Дети Азии. Видите, вот эти все комплексы, спорткомплекс, элеватор и так далее, все они построены. Ну вот первый турнир памяти Коркина в 1985 году, будучи заведующим отделом спортивно-оборонно-массовой работы Якутского обкома комсомола, я провел на призы Якутского обкома комсомола. А сегодня это международный турнир «Гранд». А мы заложили основу, провели первый турнир на родине, 6-летию
Ну, лучший спортивный журналист Вячеслав Павлович Данов. Супруга Куркина стала лауреатом премии Куркина, в тот раз получила ему президента Всемирной Федерации борьбы специальный знак уважения. Чемпионат мира в прошлом году мы провели в городе Хива, Узбекистан, в этом году он пройдет в Кыргызстане. Ну хорошо, уже час мы с вами работаем. Пожалуйста, на этом я закончу. Вопросы есть, пожалуйста, готов ответить. Или я обо всем рассказал уже? Нет, я же поступал в педучилище, не поступил и пошел работать разнорабочим в хозяйственном магазине, да. Да, не реализовал, но у меня не было таких больших способностей, наверное, да, в качестве тойера я был бы менее полезен. Но у меня трудовая биография начинается со 2 класса. Я со 2 по 9 класс ежедневно, кроме субботы, мыл полы в разных конторах, помогая матери. Не обязательно. Так, зафиксировалось, ваша просьба, должны ребята дать обратную связь, да? Ну давайте. Вопрос, нет? Значит, вы долгое время работали с недостаточно, и он слушал. Я 90, поэтому не являюсь свидетелем этого. Да? У меня такой вопрос. Говорят, что именно концепцию здорового образа жизни, ЗОЖ, да, впервые разработали именно в Республике Якутия по инициативе Философии. Впервые во всей стране. Это так, либо Я думаю, что это сущая правда. Почему? Потому что вот Михаил Ефимович создавал тренды. Вот, например, он первым объявил День матери, День отца, год детства и детского спорта, год молодежи, год семьи. И вот это все сегодня масштабируется в рамках всей Российской Федерации. Ради того, чтобы развивать семейную политику, он даже создал отдельный комитет по делам семьи, материнства и детства. Отдельный комитет. Значит, он уделял очень большое внимание здравоохранению. Первый указ, который был подписан, это о развитии сферы здравоохранения в Республике Саха-Якутия. Вот почему сегодня Национальный центр медицины носит имя Михаила Ефимовича Николаева. И мы в Национальном центре медицины создали большой интеллектуальный клуб «Будь первым». Да? И Николаев клуб, и там мы обсуждаем разные актуальные вопросы в развитии нашей республики. Вот когда мы говорим о необходимости проведения различных дискуссий, я могу отметить, что начиная с 1996 года я веду общественно-консультативный клуб «Исток услуг», наверное, слышали. И мы на них, если посмотреть перечень проведенных заседаний, обсуждаем разные вопросы, в том числе выборы президента Российской Федерации 1996 года. И там выступали представители различных кандидатов, и от Лебедя, и от Явлинского, и так далее. Я помню, Владимир Подскочин там был в команде Явлинского, выступал за то, что мы должны развивать свободную экономику и так далее. То есть это история развития нашего общества. Да? Я вообще считаю, что реализация принципа осуществления реального диалога между обществом и властью это должно быть первостепенным. И с этой точки зрения Республика Саха-Якутия дает большой пример. Только в Республике Саха-Якутия есть такой проект, как отчет правительства перед населением. Нигде нет. Ни в каком субъекте вы можете пролистать в интернете, поискать, нет такого проекта отчет правительства перед населением. В одно время даже Медведев заявлял о том, что российское правительство должно отчитываться субъектов Российской Федерации, но это не было реализовано. Это было бы замечательно, Михаил Михайлович, да? Вот мы бы зашли в какую-нибудь аудиторию, перед нами там выступал какой-нибудь зампред правительства или федеральный министр, мы могли задавать вопросы, ставить какие-то постановочные вопросы, да? Но, к сожалению, этого нет.
Мы только получаем нормативно-правовые акты, федеральные законы, значит, указы президента, постановление правительства, значит, с резолюцией нужно исполнять, а нужна обратная связь. Как это лучше исполнить, мы бы могли подсказать. И вообще по развитию институтов гражданского общества наша республика занимает ведущее место. Вот, допустим, работа общественной палаты у нас не ради галочки проводится, а действительно члены общественной палаты, каждый по своему направлению активно работает. Так, пожалуйста, еще. Да, конечно. Всем приветствую, Петр Иванов. Александр Николаевич, очень интересная беседа, презентация. Оказывается, с 87 года, да? Первое, значит, мероприятие, посвященное 85-й год. С тех моментов вот, советского периода, потом перестроечная Российская Федерация и уже вот, то, что мы сейчас имеем. Вот за этот период вы были в самом центре, помощником первого президента, депутатом несколько раз и в Думе. Вот за этот период у вас, Александр Николаевич, мысли какая-то не возникла, может быть, что-то еще лучше сделать, или что-то мы упустили, или все нормально. И вот из этого вопрос, что нас ожидает все-таки. Царское время, потом советское время, она просуществовала где-то 80 лет, она разрушилась. Сейчас мы переходим к конституционному, федеративный строй, ну, как Конституция Соединенных Штатов, она с 18 века, как Франция. Они сейчас уже где-то 300 лет у них Конституция, как у нас будет на перспективе. Спасибо. Ну вот вообще вот, я исхожу из принципа, что нужно быть критичным и прежде всего самокритичным. Вот никогда нельзя заниматься самообразованием. И вот, допустим, если я критикую, я должен предложить что-нибудь. Не просто критиковать, да? Вот я такой умный, увидел такую деталь. Критикуешь, ты должен действовать. Поэтому я думаю, что мы сегодня действительно живем. Вот здесь было, да? И вот с этой точки зрения, конечно, мы сегодня живем в абсолютно непростое время. Да, я был человеком советским. Я тут активировал пионером, комсомольцем, членом КПСС. Я все эти этапы прошел. Я работал в комсомольских органах, был секретарем Орджоникидзевского райкома комсомола, был заведующим отделом активной оборонно-массовой работы, Иркутского комсомола, я был заведующим отделом Мирно-Кавказского райкома партии, ну и последующим вот, с Михаилом Климовичем, ну и депутатом. Ну и всегда я скажу из мысли, что все решить мы не можем, но ты должен свою лепту нести, да? И с этой точки зрения я хотел бы отметить, что сегодня, конечно же, наступили абсолютно новые времена, когда мы должны волноваться за нашу молодежь. Да? Но в свое время советское у нас были какие-то ориентиры и были гарантии, да, что я получу бесплатное образование, если я буду хорошо учиться, да? Что я буду трудоустроен, что там будет совет наставников, который поведет меня за ручку, чтобы я владел своей профессией и так далее. Ну и на сегодняшний день множество проблем, это связано, конечно же, с ведением специальной военной операции. А почему проводится специальная военная операция? Спасибо, правильно. Почему проводится специальная военная операция? Это на самом деле защита суверенитета. Потому что НАТО расширяет свои границы и была прямая угроза столкновения. То есть мы немножко опередили и проводим эту работу, но я надеюсь, что все это должно закончиться мирным соглашением. И доказать то, о чем говорит Владимир Путин, о том, что мир должен быть не однополярным, а многополярным.
понимаете? И мы должны уважать суверенитет каждой страны, большой или малой. Вот здесь вы отметили, да, ну, какие-то вот исторические. Вот. Здесь вот Андрей Гришин, да, это, камеру нашу посмотрите, пожалуйста, вот Андрей Гришин, вот, значит, Крашенинников Павел, да, значит, Сергей Шахрай, отец первой конституции, да, вот Зоркин, председатель Конституционного суда, Авакян Сулейман Викторович, это заведующий кафедрой конституционного права Московского университета, крупнейший специалист в области конституционного права. Алия Саблиева, директор Института сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Это те люди, которые вот занимаются конституционными вопросами, в том числе были лидерами рабочей группы по конституционной реформе 2020. Ну вот здесь различные фотографии тех времен, когда я занимался депутацией. Вот я говорил о законе о внесении изменений федеральных законов физической спорта. Мы приглашали сюда в полном составе комитета Госдумы по делам физического спорта. Владислав тоже приезжал, и даже проводили большой турнир Кубок Колоколов. Ну вот здесь заседание общественного круглого стола Балконов, сидит Власов, Александр Акимов, Еремеев Алексей Ильич, тогда он был министром по делам молодежи. Ну вот сегодня, когда мы говорим о том, что мы сегодня под большим количеством различных санкций находимся, да, не зря же Владимир Путин ставит вопрос о технологическом суверенитете, да, о том, чтобы развивать собственное производство. И то есть сегодня накладывается абсолютно большое количество задач. Хотя мы понимали, что мир, он безграничен, да, что нет никаких ограничений, потому что в мире все было определено. А сегодня в результате этих санкций многие эти связи разрушены. Поэтому сейчас вот народ, ну, как бы дезориентирован, да, потому что каждый день мы слушаем разные сводки, местных проведения специальной военной операции, то, что Владимир Путин был в связи там, Китайской Народной Республики и так далее. То есть сейчас взор идет на восток, да, мы поворот на восток, и это не случайно, потому что мы, как страна, имеющая огромные природные ресурсы, добывающая, реализующая их, и в результате этого выполняющие все свои социальные обязательства перед народом, да, мы должны все это проводить в нужном месте, в нужном качестве. Вот почему очень важно иметь высокопрофессиональный состав правительства Российской Федерации, чтобы в субъектах Российской Федерации были достойные команды, да, как и депутаты Госсобрания сегодня, или команда главы Республики Саха-Якутия. Поэтому я согласен с вашим вопросом, что настали такие времена, что мы как бы без руля и без ветрил, да, как бы плывем, но с другой стороны мы должны понимать, и это я говорю и в России, что каждый россиянин должен прежде всего думать не о себе, а о том, что мы делаем для России, для своей большой великой Родины. Для этого у нас существует Конституция, и мы по Конституции свободно можем реализовать свои способности. Иногда мне говорят, что у вас очень много направлений, у вас очень много интересов, как вы все успеваете, вы, наверное, не спите. Я говорю, я сплю 8 часов в сутки, но внутри у каждого из нас 24 часа в сутки, правильно? Или есть у кого-то на минуту больше, ребята, есть? Или на минуту меньше? Нет, да, у всех 24 часа в сутки. Но вот этот временной бюджет каждый из нас определяет приоритеты сам, чем он должен заниматься. Я вот занимаюсь и публикационной деятельностью, и занимаюсь написанием научных статей, я занимаюсь профессорско-преподавательской деятельностью. И все я это делаю с большим интересом. Поэтому я считаю себя счастливым человеком. Почему? Потому что человек должен быть востребован, человек должен быть интересен, и человек, который свои способности реализует во благо государства. Я бы так ответил. Ну, можно шире, но это уже, да, это, я думаю, отдельная тема.
про то, что сегодня испытывает Россия и к чему сегодня стремится Россия. Да, действительно, вот у нас все-таки, я думаю, в национальной вещательной компании САХА не хватает, наверное, политической аналитики, которой она была бы пристегнута к тем моментам, которые сейчас в этой республике состоят. Я думаю, что это было бы интересно. Надо подумать. Ну вот на якутском языке есть 70 минут. Да. Ну, на якутском языке он достаточно неплохо каждый раз раскрывает какие-то актуальные вопросы. А на русском языке у нас нет политических образований. Я думаю, что это недостаточно. Так, еще есть вопросы? Пожалуйста. Что можно сказать? Можно сюда подойти, что у вас лишний выбор, и я вас вижу. Что можете посоветовать молодежи на будущее поколение? Ну вот из своей практики я скажу, что вот я сын уборщицы кочегара, и у меня были валенки, телогрейка, и вот когда я приглашал девочек в кино, никто не соглашался. Представляете, они шли в кино с теми ребятами, у которых андатровая шапка, хорошее пальто и так далее. И я всегда говорю вот в различных студенческих аудиториях, что человек, если он сегодня троечник, это не навсегда. Понимаете, каждый человек, если будет ставить перед собой определенные цели и их постепенно достигать, он может развиться до больших масштабов. Мы на сегодня свой интеллект, свой ум используем, Михаил Михайлович, на сколько процентов? По-моему, процентов на 7 своих способностей. Да. А нам надо больше 6%. И для этого каждый человек должен заниматься. Поэтому я исхожу из того, что самое главное для молодого человека – это иметь стержень. И необходимо быть открытым. Мое достоинство, я очень коммуникабельный. Мне нет разницы, в какой аудитории я нахожусь. Или бы здесь сидели ветераны, да, или здесь люди с ограниченными способностями. Я бы везде нашел тему для разговора и ту тональность, на каком языке с ними разговаривать. Или здесь сидели школьники. Это же все разные аудитории, и дифференцированно к ним нужно подходить. А открытость вот самым молодых лет позволяет, чтобы приобретать людей, да? Быть в контакте, дорожить дружбой и всегда ценить своих людей. Я думаю, вот такие советы, они такие простые, по-человечески, я думаю, каждый может это понять, но это дает очень серьезные плоды и результаты, если человек исходит из этих принципов. Я ответил? Спасибо. Так, еще. Ну, уважаемые слушатели, давайте поблагодарим Александра Николаевича за столь открытый разговор, да, что он уделил нам большое внимание, время, рассказал, ну, сделал такой большой экскурс и по истории нашей родной страны, да, и в своем личном примере показал, что можно из сына доярки и кочегара, как больше и кочегара, начиная свою трудовую деятельность должности дояра, да? Нет, рабочего. То есть рабочего России до первого руководителя администрации президента Республики Сахалин, да? Председателя Конституционного суда, доктора юридических наук, профессора, обращаясь к Владимиру, что действительно все в ваших руках. Сейчас наша страна делает все возможное для вашего развития, да? Проводим подобные встречи с именитыми людьми. И дерзайте, развивайтесь и приобретайте новые знания. Спасибо. Я хотел поблагодарить всех вас за то, что пришли. Все-таки день очень насыщенный. И хотел бы призвать вас, чтобы мы вместе сфотографировали, чтобы я имел память об этой встрече. Можно, вот, ребята, девчонки, подходите сюда. Все мы станем быстро, оперативно. Слушаемся.